По данным российских СМИ, стрельбу на военном полигоне в России открыли добровольцы из Таджикистана. Садыр Жапаров попросил Путина помочь решить вопрос делимитации границы с Таджикистаном. МИД Украины призвал Иран прекратить поставки оружия в Россию. В Казахстане рассматривают иск против участия Токаева на выборах. Число погибших при крушении самолета на жилой дом в городе Ейске Российской Федерации достигло 13 человек. Стрельбу на военном полигоне в Белгородской области Российской Федерации, где вечером 15 октября погибли 11 человек, открыли граждане Таджикистана 1999 и 1998 года рождения. Аминзон Тоджидин и Мехроб Рахмонов, мобилизованные военкоматом Чертановского района Москвы. Об этом сообщил РБК источник, близкий к Следственному комитету и источник, знакомый с ходом расследования. Военную часть, которая расположена в селе Салати Валуйского городского округа, они прибыли 11 октября. Спустя 4 дня, в субботу 15 октября, Минобороны Российской Федерации сообщила, что двое граждан одной из стран СНГ открыли стрельбу во время занятий по огневой подготовке с добровольцами на полигоне Западного военного округа. 11 человек погибли и еще 15 пострадали, нападавших убили ответным огнем. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что среди погибших нет жителей региона. Следственный комитет открыл уголовное дело по факту преступных действий в Белгородской области, сообщило ведомство без уточнения конкретной статьи. По данным «Коммерсанта», дело возбудили по статье об убийстве, но к ней могут добавить и статью 205 «Теракт». По словам собеседника РБК, в результате стрельбы были убиты 11 человек, а в медицинские учреждения с ранениями были доставлены 17 пострадавших. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров попросил главу России Владимира Путина помочь решить вопрос делимитации границы с Таджикистаном. Об этом 17 октября в эфире государственной радиостанции «Беренче радио» сказал секретарь кыргызского совбеза Марат Иманкулов, передает РИА Новости. На встрече в Астане между тремя лидерами состоялся открытый разговор по вопросу границ. Жапаров попросил Путина помочь разобраться с этим вопросом, потому как нам самим все сложнее его решить, заявил Иманкулов. По словам Иманкулова, Путин пообещал подумать над этим, поднять документы, рассмотреть варианты сторон и дать оценку. В России могут быть архивные документы и карты, которые помогут решить вопрос границ, добавил секретарь Совбеза Кыргызской Республики. МИД Украины призвал Иран незамедлительно прекратить поставки любого оружия России. В ведомстве заявили, что в противном случае Тегеран понесет самую суровую ответственность по преступлениям России против Украины, в том числе в рамках международно-судебных процессов. Российская Федерация продолжает совершать террористические акты против гражданского населения и критической инфраструктуры Украины, используя боевые беспилотники иранского производства. Предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступлений агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины, говорится в заявлении украинского дипведомства. Ранее сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к министрам главы МИД государств-членов ЕС с призывом наложить санкции на Иран за помощь России в войне против Украины. В Верховном суде Казахстана 17 октября начали рассматривать административное дело по исковому заявлению гражданского активиста Альнура Ильяшева к Центральной избирательной комиссии республики, передает Азатык. Ильяшев потребовал отменить регистрацию действующего президента Касыма-Жомарта Токаева кандидатом на предстоящих внеочередных выборах главы государства. В своей жалобе активист назвал постановление ЦИК о регистрации Токаева кандидатом в президенты Казахстана незаконным и антиконституционным, а потому подлежащим отмене. Также Ильясов заявил, что ЦИК поощряет порочную практику проведения в Казахстане досрочных выборов, лишая граждан законной и достойной альтернативы при выборе лиц на избираемые должности.
Число погибших в результате падения военного самолета на 9-этажный дом в городе Ейск Краснодарского края России возросло до 13 человек. Об этом российские государственные СМИ сообщают со ссылкой на помощника министра здравоохранения Российской Федерации Алексея Кузнецова. По данным МЧС, после разбора завалов в Ейске на месте крушения самолета обнаружены тела погибших. По состоянию на 6 утра 18 октября в результате крушения 13 человек погибли, в том числе 3 детей. 19 получили ранения, 4 из них благополучно доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу. Остальные продолжают получать лечение в больнице Ейска, рассказал Кузнецов во вторник. По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. В пресс-службе МЧС России сообщили, что спасатели завершили разбор завалов. Там уточнили, что за время спасательной операции удалось сохранить жизни порядка 68 людям, а свыше 360 человек были своевременно эвакуированы. В понедельник вечером в Ейске потерпел крушение бомбардировщик Су-34, пилоты капитулировались. Самолет упал на 9-этажный дом, в котором возник сильный пожар.